Здравствуйте, уважаемые читатели! В этом году мы отмечаем столетие нашей республики Коми. Ежегодно Центральная библиотека села Выльгард выпускает календарь знаменательных и памятных дат. В нем собраны материалы об интересных людях, об очень важных событиях экономической и культурной жизни нашего района. На 17-й странице опубликованы материалы о народном артисте Российской Федерации Соколове Владимире Александровиче. Владимир Александрович родился в многодетной семье 21 февраля 1936 года в починке Ужбор. Это была небольшая деревушка около речки Кылтымью. Во время Великой Отечественной войны отец погибает на фронте, поэтому все трудности по воспитанию детей ложатся на материнские плечи. На селе, чтобы выжить, надо много трудиться. Это закаляет характер. В дальнейшем, когда Владимира Александровича спрашивали, откуда у него такое трудолюбие, он отвечал: из починка Ужбор. Мама, Соколова Мария Степановна, воспитывала в строгости. С детства Владимира Александровича тянуло к музыке. Он самостоятельно освоил игру на гармоне. В родительском доме была и гитара, и патефон. Владимира часто звали играть на местные сельские праздники и вечеринки. После 7 классов Нювчинской школы отправляется в Сыктывкар и подает документы в музыкальное училище. Владимир с юмором вспоминал, что поехал поступать на баян, а его приняли в класс кларнета. Что за инструмент, он не знал, и у доски объявлений училища спросил у парня, что за инструмент кларнет. Тот объяснил, что это дудка такая. В семейном архиве Людмилы Петровны Мальцевой, племянницы Владимира Соколова, бережно хранится газетная вырезка. На ней первый учитель по классу кларнета Александр Забоев. Александр Николаевич учил не просто технике игры на инструменте, а требовал, чтобы юноша научился понимать авторскую мысль, заложенную в музыкальном произведении. Учитель определил его в городской оркестр при кинотеатре. В 1954 году сдает экзамены в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского и занимается у известных педагогов, профессоров Александра Георгиевича Семенова и Александра Владимировича Володина. Увлеченность, кропотливые знания и талант от Бога дали поразительные результаты. В 1960 году стал лауреатом международного конкурса музыкантов-исполнителей на духовых инструментах, а в 1964 году первая премия Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей на оркестровых инструментах в Ленинграде.
Большую часть жизни Владимир Соколов проработал с выдающимся дирижером Евгением Светлановым, который считал его лучшим кларнетистом нашего времени. На пластинке, подаренной Светлановым Владимиру Соколову, дирижер написал: «Я не знаю музыканта лучше, чем Владимир Соколов». В сольном репертуаре Владимира Александровича Соколова все значительные произведения, написанные для кларнета. Целый ряд сочинений был исполнен им впервые в нашей стране, а некоторые впервые в мире. Кроме классического кларнетного репертуара, Владимир Соколов исполнял редкие сочинения современных авторов, а также собственные переложения произведений Вивальди, Моцарта, Равеля, Шостаковича. Волшебный голос его кларнета запечатлен во многих записях госоркестра под управлением Евгения Светланова, прежде всего в уникальной антологии русской музыки. Его записи составляют золотой фонд радио. Исполнительская деятельность Владимира Александровича Соколова неоднократно отмечалась в отечественной и зарубежной прессе, получала высокую оценку выдающихся дирижеров. Журнал «Советская музыка» отмечал, что многие ходили в большой зал консерватории специально на Соколова. За выдающиеся заслуги в 1984 году Владимир Александрович Соколов был удостоен звания «Народный артист РСФСР». Помимо оркестра он вел интенсивную концертную деятельность. В течение 25 лет преподавал в Московской консерватории. Он подготовил музыкантов, снискавших мировое признание. Профессор Владимир Александрович Соколов неоднократно принимал участие в работе жюри международных конкурсов в Женеве, в Тулоне, Корее, во всесоюзных конкурсах. Его приглашают в лучшие оркестры мира. Он с успехом выступает как с сольными концертами, так и в составе камерных ансамблей. Много знаменитых людей создала земля Сыктывдина. Один из них – Владимир Александрович Соколов, выдающийся кларнетист, профессор Московской консерватории, народный артист России. Владимир Александрович Соколов – человек редчайшего таланта, невероятного трудолюбия и преданности своему делу.